Так, у Григорьевича потери. Новое место. Я же говорю, здесь хариус крупный должен быть. Оборвали леску. Это трубочку твою, да, оборвали? Надо поймать его. Ой, бля. Надо мормышку твою достать. Он сразу, наверное, не возьмет, да? Ты перевязываться будешь? Ну-ка попробуем. Может возьмет, хоть спасти. Ледобур замерзнет, так у тебя надо было в лед воткнуть. Я воткнул. Упал, да? А, чтобы не ты кинул. Уронил. Я, наверное, уронил. Я говорю, здесь крупняк есть, лески рвут только так. Мы с Калиной здесь ни одну мормышку уже оставили. Калина еще любит 0,14 леску, я говорю. Любил, вернее. Ёлки-палки, что же ему привязать, эту крупную? А что, у тебя леска, может, слабая, нет? 0,16, хуй. А может, старая? Может, хуй. Ты проверь ее, сколько лет не менял. Да нет, этого в этом году я все поменял. Ну, сейчас вот у тебя Харри уже тоже порвал леску Ну да, на весу. на весу. Значит, уже что-то не то. Значит, надо поймать воришку. С мормышкой у него. А он с такой здоровой мормышкой, наверное, ему хреново плавать. У него, наверное, у него теперь, наверное, рот не закрывается. Он через эту трубочку сосать будет. Да. Так, блин, тыкнул хорошо. Вот, то, что в камеру нету, это еще не значит, что здесь рыбы нет. Там нет, тут может и есть. А это не факт. Он сейчас, здесь он может уже там, на первой лунке уже там. Так, ну что, порвали уже. Не то чтобы хорошо, но хорошо то, что показали, что здесь хоть что-то осталось, что рыба есть. Значит, будем бурить, искать. Может быть, и нам повезет. Где один, там и второй. Давай, бей, коль мужчина. А, попробуем одинарной леской, одинарной мормышкой поиграть. Прекрасная погода. Не холодно, не жарко, ни ветра нет, ни снега. Еще уже третье, наверное, по счету место после последнего включения. Ловили неплохо раньше здесь, в прошлые года. Но ни одной поклевки. Вот то, что после того обрыва, что у Ивана хариус оборвал, ничегошеньки больше мы не видели. Ни одной поклевки. Не надо было показывать ту мормышку, блин. Как только покажешь, так, блядь. Ну, хоть зато в памяти останется, какая была. Да. А так бы никто не видел, никто не знал. А теперь хоть увидим, на что клюет. Еще придется такую сделать. Трубки нету, блин. Где-то были такие трубочки медные. Это пугачи раньше с них делали. Да. А это с какого-то трактора оторвать, да и все. Ну, да, но А может, надо, чтобы не клеенная была, цельная. может это, как его, на Озоне есть такая или на Вальбересе? Да, надо посмотреть в сарае. В сарае лучше магазин, да? Конечно. Так, ну что, впереди целина. Собираемся, сматываем удочки и вперед. Может быть, все-таки найдем мы сегодня хариуса. С каждым местом надежды меньше и меньше. С каждым годом река что-то скуднее и скуднее становится, да? Ну, у него еще глухозимье. А, рано еще, да? Он тут еще спит. Может быть, может быть. Готов? Туда? Скажи, больше некуда. Погнали. Катаемся на свой страх и риск, без проверок. Река как бы сухая. Ну,
До первого провала, вон, вот такие места вот опасные, где вот возле деревьев. А так, если по центру ехать, то нормально должно быть, по идее. Пока воды нет, это уже хорошо. Вон. Лось замерз, лось! Раньше все это я проходил на лыжах, шаг за шагом. Местами повороты были открытые перекаты. Приходилось резать через лес. А сейчас вот, благодаря технике, очень много времени, конечно, экономится. Ну и с одной стороны, с другой стороны проезжаешь, очень много мест. Вон, перекаты всякие. Пешком-то идешь, устанешь, остановился, пробурился. Бывает, находили рыбу там, где вообще даже не думали об этом. Ну сейчас пока сухо, топтанем дорогу. Потом уже буранка будет, промерзнет. Если метели не будет, уже можно будет смело кататься по этой буранке. Бывает, пешком не пройдешь, провалишься. Вот, особенно на таких местах, вот где бревно. Вот, как правило, на перекате такие бревна не замерзают. Вон, видно, что выдра плавала там, гуляла. А на урагане, если сухая корочка есть, то проезжаешь. Сейчас доедем до какого-нибудь места, где раньше ловилось, опять же. До заветного места, так сказать. До рыбного места. Вот сейчас на этом повороте попробуем. В прошлые года бывало здесь ловилось и неплохо. Вроде бы это место или нет. Так, тем более там что-то у нас... А нет, не это. Или это. Сейчас посмотрим. Да, это. Вот это. Тут ямка. Тут раньше на этой ямке лет 10, больше даже, лет 15 назад я приходил и ловил здесь с одной лунки штук по 15-20. Таких средних. Потом хуже, и потом что-то вообще перестало, блин. Очень часто зашуговывала ее, бывало, шугой забивала. А так на входе, на выходе, вот хорошо, вот я помню, вот. Да, вот она, тут вот перекат, тут вот выход с ямы, тут ямка. И бывало очень так ничего. Попробуем по-любому, каждый год здесь пробую. Я никак не могу забыть тех поклевок. Ну, в этом году, походу, и здесь никого нет. Глубоко, да, там? Но там яма, а вот здесь выход с ямы. Видать, раньше он собирался в этой ямке, а сейчас не собирается почему-то. Я в камеру смотрел, там один раз хариус с такой скоростью пролетел вокруг камеры. Такое ощущение, что он будто его подгоняет кто-то. О, здесь уже мелко, здесь выход с ямы. Но на мели здесь бывали поклевки. 1-2 немного, но в последнее время бывало на яме нет, а здесь на выходе нет-нет, дотюкало. Но сей год и здесь нет. Так что надо искать, если он не гуляет, где-то может стоит. Вот именно. Надо искать, кататься, ездить, бурить, сверлить. Только так его найти можно. На одном месте стоять смысла нет.
И еще одно место приехали. Первые пробуренные лунки. Ну и Господи благословен. Посмотрим, что здесь у нас. Раньше здесь мы тоже рыбу ловили. И неплохо, так сказать, бывали поклевки. Штук десяток, как минимум, с этого места ловили. Сейчас посмотрим. Не хотят. Ну ладно. Лунок 7-8 еще обурим. По периметру здесь проверим. Можно будет даже в камеру посмотреть, если что. Плюс здесь красивый, каменистый. Да, нет, поедем дальше. Будем искать. Ох, камера была выключена. Сейчас такие кадры прозевали. Иван Григорьевич словно коту мартовскому кинулся. Че, говорит? По одному, что ли, говорит, здесь? Нет, говорит, по два. Тащит Хариуса. И Хариус срывается прямо в лунке. Куча мата трехэтажного. Матерился. Потом как бросится, я говорю, что, все ждал, что ли? Да, говорит, ждал в лунке. Я башку вижу его. А башка торчала здесь прямо, да? Да. Он такого вот вытащил середнячка. Без матери там никак было, да? Нет. Без ее матери, да? Его мать. Ну так долго ждать, блин. Ну да, Хариус не то чтобы трудовой, то что лунки бурим, как бы бог с ним, а настроения нет никакого. Если хотя бы на каждом месте по одному Хариусу было, куда бы ни шло. Так, плюнул. А то едешь, буришь, и как будто в стадионе, даже ни поклевки нет. Не знаю, или аппетита нет у него, или нет его. Сейчас камеру надо достать, да посмотреть в камеру сейчас. Просмотрю все лунки. Тут место как бы хорошее, тут, и если что, видно, хорошо. Если он есть. Сейчас вот эти еще лунки проверю. Одну луночку, вторую еще не пробурил. Вот здесь вот, примерно на этом месте, вот и глубина хорошая. И все хорошее. Тут бывало и 1, и 2, и 3. Ну, Плюнул? нет. Сейчас посмотрю-ка я в камеру. Пробурю пару лунок еще и посмотрю в камеру. Плюс обсмотрим. Если он есть поблизости, все равно мы хоть его увидим. Так, ну что, поехали. Поехали смотреть, что там у нас подо льдом. Снимаем. О, а подо льдом мы ничего не видим. Вернее, может быть, камера-то и видит, но в мониторе я ничегошеньки не вижу. Ну-ка. Или что-то с камерой. Все. Кончилась камера. А? Кончилась камера, говорю. Почему? А что-то не видит ни хрена. Перестала видеть. Понятно все. Выключаем. Ну вот. Калипсо кончилась. Где-то обрыв провода. А что, где? Где-то здесь, наверное. Ну-ка.
посмотрели. Только снимала, сунул. Все, уже не снимает. Все, кончилась калипсо. Ну ладно. Нет так нет. Была поклевка, пока я с этой камерой возился. Кто-то у меня тут приходил. Опа! Васек. Что это, отпускаем, да, Васька? Да, на нимфу. Иди, Васек. Вон какая крупная нимфа. И тюкнул. Один был. Тут вот тоже у меня поклевка была. Но не клюнул, что-то чуть-чуть. Тоже, наверное, такой. Но этот настоящего клюнул. Сколько вот стояло? Ладно. Если крупного хариуса нет, то это мелочь уже не хариус. Так, что у нас с камерой? Все. Конец фильма. Все, не пишет. Не пишет. От слова совсем. Покойся с миром. Камера Калипсо. Кулума. Зато не будем время тратить. Будем ловить по-честному. Без камер. С одной стороны, конечно, интересно посмотреть. С другой стороны, тоже, пока смотришь, теряешь время. Блин, что случилось? Там посмотрели, все работало. Убрал кофр. Я где-то провод лопнул. Так. На этой лунке Иван поймал хариуса. Не густо, да? А? Не густо. Нет, клюнул и не сорвался, ничего, просто я не подсек. И больше не берет. Ага. О, смотри, кого поймал. Ёрш. 40 ведер ухи обеспечено. А ты сказал, а то и ухи не наварим. О! Вот это удивил. Мы тут хариуса ловим, а тут ерши. Давненько я здесь ерша уже не ловил. Раньше ерша здесь больше было. Я бывало за рыбалку по пол-трехлитровой балки иногда засаливал здесь. Вот 3-4 дня порыбачу. Кроме хариуса еще и ершей домой ношу. Особенно в низовьях его много было. А сейчас что-то и ерша здесь не стало. И хариуса не стало. Одни бычки под каменщики. Поехали, Иван. Ну, если здесь не провалимся на этих перекатах, то больше нигде не провалимся. По уму, конечно, было бы одеть лыжи, взять палку, пройтись сначала на лыжах. Но авось прокатит. Понадеемся на русский авось. Все с толкача перекинул в задние сани. Потому что задние сани, по идее, тонуть не должны. Держись!
Все, готов? Ну, с Богом. Так. Вот начиная отсюда уже опасно. Вон, промытая. Это припорошило, вон промытая. Вон промыто. Это как бы все ничего. Вот, самое опасное это вот там. Перекат, тут кочка, и перекат идет вот так вот. Я здесь шаг за шагом на лыжах все проходил. Потому что тут очень и очень опасно. Так, здесь проехали. Вот главное сейчас еще здесь прокатиться. Вот так вот. Ну, вроде проскочили. Воды нет? Нет. Вроде проскочили. Вода, что ли? Что-то... О, выдра бегала, что ли, по берегу. Пробиваемся на новые места. Никто не рыбачил, никто даже не ездил здесь. Никто не ходил. Опа! А вот это надо будет пропилить. А вот это надо будет пропилить, наверное. Ну вот. Дорога сделана. Опачки. Пропилили дорогу. Объехать-то, конечно, можно было. Вот там вот я посмотрел. Но это дерево уже упало прошлый год, видать, или летом. И, как мы видим, большой водой вот вся трава, все сено уже сюда стопорилось. Получается, от берега до берега оно упало. Если бы мы сейчас его не пропилили, здесь на следующий год, возможно, был бы уже затор, да? Надо еще там вот пилить. Здесь? Ну, это сейчас уже повернет туда течением. Течением повернет. Я отпилил. Это потом. И дорогая не узнает. Со свистом! О! Выдра! Выдра! Перекаты, перекаты. Ну что, поехали дальше, до заветных мест. Еще одно интересное местечко прикатили с ветерком. Это не на лыжах ходить и не пешком топать, да? Помнишь, мы по воде-то шлепали целый день, сюда шли целый день с утра до вечера по воде. Где-то по лесу, где-то по воде. Иван говорит, придем, здесь сейчас рыба должна из лунки выпрыгивать. Пришли, тут уже чуть ли не открыто все. Уже никто не выпрыгивает, никто не клюет. Постояли. Не понесло грязь, все, он уже сытый. Он этой грязи наглотался. Лунки на глазах расширялись. Оп, есть, была поклевка, блин. Нимфа зацепилась. Нимфа зацепилась об лед. Поклевка была. Видать, поклевка была за мормышку. Вот чем плохо, когда две мормышки, вот мормышка с нимфой.
Кто-то тюкнул, нимфа зацепилась об лед, и все. Но поклевка была уже хорошо. Уже радует. Ну, все что ли? Ну, этот укололся точно. Такой, не мелкий. Середнячок был по весу. О, даже сейчас цепляется. Вон. Еще крупная нимфа такая. Здесь тоже чушки бывают хорошенькие. Ладно. Посмотрим, что здесь. Тут, возможно, будет зацеп. Что-то вот кусты бурился. Опилки вышли. Кустики со льдом. Вон что-то, видать, береза здесь валяется. Ладно. Отцепим, если что. Нет. О! Убирай, убирай, убирай от лунки. О! Язя, что ли? Я уже думал, язя, что ли, вытащил. Вот, Янцикадан. Вот, красавец. Ты опять так борзо вытащил его и возле лунки прямо держишь. Выкинь его пусть здесь. Ты какой сильный, обосрался. Вот, Янцикадан. Такой же, такой же, да? Да? Вот. Там его. Второй. О, молодец. Ну, хоть здесь двое. Парочкой ходили, видать. Клевка, поклевка, поклевка, поклевка. Кто-то долбил, но не дошел. Медленно бежал. Сорвался. Стояла минут 15-20, наверное, удочка уже. Он я обурил уже с десяток лунок. Пробую на мормышку. И тут была поклевка. Была, но, видать, укололся. Григорьевич еще такого же красавца вытащил. Вот, брал на нимфу, видно. Ну давай, что там, кто там? Долго-долго стояла, думала. Думала. И все-таки клюнула, видать, кто-то проходил рядом. А там с червячком поставил удочку. Посмотрим. Может быть, кто-то на червя соблазнится. А уже лунка замерзла. Тут червячок, тут опарики. На выбор. А сам иду с тонкой леской, с мормышкой, с опарышем вниз по плесу. И пока безрезультатно. Иван все с одной лунки, да, поймал? А? Все с одной лунки. Нет. Два там, одно вот тут. Ага. Три там. Три крупных с одной лунки. А тут вот только поменьше. Ясно. Ну, давай. Давай. Ладно. Так, у нас была поклевка. Еле заметная, но это была поклевочка. Все-таки толщина лески, наверное, тоже имеет значение.
когда не ловится. Когда ловится, то пофиг ему, какая леска. Вот Иван Григорьевича леска 0,16 и нет-нет, да поклевывает. Сейчас вот он опять радостно кричал, говорит, еще такого же красавца поймал. На одном месте там тусуется. И потихоньку, не подряд, но штук 5 уже выдернул. У меня вот поклевка была, Харюс показал, что он есть. Ну, что-то, видать, не понравилось. То ли мормышка, то ли леска, то ли что. Но что-то не то. В общем, нет жора у него, это 100% сегодня. Активности 0. Но потихоньку поклевывает, это уже хорошо. Значит, на реке Харюс есть. Самое главное, на реке есть лед. И самое главное, что он сухой, и по нему можно ездить. Значит, мы обязательно сюда как-нибудь еще приедем. Как получится, эта неделя у меня на больничном, надо на прием со спиной. Ну, а потом в конце недели можно будет уже опять ехать сюда. Вот. Речного монстра поймал. Вот такого. Ёршик. Вон сколько пробурил. Короче, 5 лунок бурю. Проверяю. 5 лунок бурю, проверяю. Лунок 50, не меньше пробурил. Он насколько уже от Ивана Григорьевича отошел. Там он возле урагана. И вот только одного ёршика. Ни одной поклевки. Я не знаю. Иван там штук 5 точно поймал харюзов крупных. Сейчас не знаю. Сейчас я уже не вижу. Поклевок нет. Место не обловлено. Лунок нет. Следов нет. Почему не клюет, хрен его знает. То, что здесь нет харюса, я не поверю никогда. Каждый год еще был. Когда-то больше, когда-то меньше, но без улова здесь мы не оставались. И вот только вот второго ерша сейчас тянул по ходу. Сошел. Ершовую лунку нашел. Но в принципе как-то тоже давненько, правда, уже ерш. Потом пошли пить чай. Развели костер, оставили удочку. И крупный харюс утащил у меня удочку в лунку. Тоже вроде здесь где-то на ершовом месте, да. Не знаю. От снятого материала миллион. Вот опять поклевка. Опять ерш. Да, вот он. Видно было. Вот он здесь стоит. Вот он. Второй ерш. Ничего, коту надергаем. Ерш не крупный, мелкий. Как раз, если бы для живцов, если бы мы рыбачили на Печоре, как раз для живцов. Ну. Вот, еще поклевка. Да ладно. О, этот уже покрупнее. Нашел ершовую лунку, в общем. Да, стоило мне пробурить 50 лунок, чтобы найти ершовую лунку. Еще что ли клюет? Хоть какой-то интерес. Ничего, харюса мы еще поймаем. Вот, 4-й ерш. Будет и на нашей улице праздник. Свежатинки на жареху мы поймали немножко. Разведку сделали. Лед есть. И это хорошо.
значит мы сюда еще приедем. Только сегодня еще говорил, что давненько на этой реке ершей не ловил. Вот он, пожалуйста. Нашли ёршиков. Еще поклевка. И еще ёршик. Был бы он покрупнее, было бы круто. Ершей соленых мы тоже любим. Я бы дергал, да и дергал их. Ну и с него что там, кожа до кости. Кошки Ромкины надергаем. На рыбоедка еще та. Так, ну чё? Скоро надо будет уж собираться, наверное. Хватит выдвигаться в сторону дома. Обратно по лункам пройдусь, может быть, кого-нибудь еще попробую поймать. Ну и здесь еще лунок 5 сейчас точно сделаю. 5 лунок, да. Там вот бревно. Пилить его уже не буду пока. На следующий раз оставим. 5 лунок сделаю, проверим. И потихоньку пойду в сторону урагана. Обратно по лункам пробегусь быстренько про пробуренным. Может, что-нибудь доклюнет. Так, ну что, поклевки прекратились. Дошел я до Ивана, до его золотой лунки, где он потаскал харюзов. Настоящий у меня один клюнул. Иван вытащил харюза одного. Ну все, вроде бы поклевки прекратились. И пока не темно, давайте подведем итоги. А итоги ни много ни мало, но от нуля мы ушли. Вот такая вот красота. Вот порадовал этот крупный здоровяк. Он какой мощный. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. 10! 10. Вот, смотрите. Вот, Вот Иван вытащил. Он шириной плечи по плечи. Вон такая вот колбасятина. вот Вон. это красавец. Килограмм по-любому будет здесь, Да. наверное, не меньше. Да. Вон. Хорошая грива какая красивая. Шире плеч. Это не сибирский? Не знаю. Может, Сибири заплыл сюда? Может, это с Оби. Не знаю, не знаю. Что-то Ну, у меня блин, экран да главное, завис, что ли. что удивительно. Он как тащу как тряпка. Я думал, блин, ну что там, трава нацеплялась или что, блин. Вытаскиваю, о, башка показалась, раз на лед. Он даже не трепыхается, лежит спокойно. Устал, бедный, устал. Ой, красивый ты мой. Нормально. Не, чё? Сравнял, сколько там. Так, ну вот и все на сегодня. Да, Хватит. Ну, не зря приезжали, душу отвели. конечно. Ой, Сезон открыли рыбалки на лесной речке. Да. Дай бог еще получится, мы приедем еще. Как-то вот так. Ну, а теперь будем собираться и ехать домой. перекат взорвали, довольны. Да, первые. Первые. Ладно, не поймали, но зато мы первые. Да. Зимняя рыбалка, занятие для души. И если верная поклевка, с подсечкой не спеши. Рыбалка, зимняя рыбалка, трещит на речке лед. Давай скорей пробурим лунку, пускай нам повезет. Рыбалка, зимняя рыбалка, занятие для души. И если верная поклевка, с подсечкой не спеши. Рыбалка, зимняя рыбалка, я слышу рыбы вес. Мне улыбается удача,
кипит азарт, пошел процесс. Улетай, дура. Сейчас руками поймаю. Чуть руками не поймал. Да. Точно мозги как у курицы.